Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Я сегодня снова вышел в эфир. Но я сегодня не буду просто так говорить ни о чем. Сегодня у нас эфир будет о конкретном вопросе. Дело в том, что в проекте Даймок онлайн у нас огромное число, мы сталкивались с огромным числом случаев, когда люди, выезжая куда-то из республики, или вообще неважно, где, как они находятся и как они туда попали, но пытаются получить свои деньги обратно. Может быть, это деньги, данные когда-то в долг, может быть, это деньги за проведенную работу, может быть, это деньги за что-то, которое было дано в аренду, как за автомобили или за дом. И мы часто сталкивались с тем, что... Алейкум ассалам, добрый вечер. Мы часто сталкивались с тем, что люди, пытаясь вернуть свои законные деньги, оказываются на самом деле на скамье подсудимых. Просто расскажу вам буквально пару таких случаев. Некоторые из них я уже рассказывал. Однажды мне один мой соотечественник, чеченец, по интернету рассказал историю, что они со своими друзьями работали в одном из российских регионов, я сейчас не помню, где именно. Они вели работы строительного характера, но получилось так, что человек, который предлагал эту работу, никакие договора не составлял, никакие договора не подписывал. И речь, насколько я помню, шла как минимум о нескольких сотнях тысяч рублей. Целой бригаде он не заплатил денег. Обещал, что потом, откладывал это все время. И потом в итоге получилось так, что не отдавал он эти деньги, не отдавал. А в очередной раз, когда они ему позвонили, вышли на связь, потребовали свои деньги, которые были заработаны, он им назначил встречу в одном из кафе какого-то города. Они вдвоем пришли с ним навстречу. Он был один, двое чеченцев пришли с ним навстречу. И когда начали разговор, ты нам денег должен, мы отработали, мы всю свою часть работы сделали, а ты нам до сих пор не заплатил. Мы там дом построили, я не помню, что-то там было, какие-то строительные работы были проведены. А ты нам до сих пор не заплатил, сколько уже можно терпеть. Вот примерно в таком ключе шел разговор. Но вдруг этот человек, который должен был оплатить эти деньги, он вдруг начинает вести себя не совсем понятно, говорить, вы у меня пытаетесь деньги взять, вымогать, я вам ничего платить не собираюсь, я вам ничего не должен, и что-то вот в этом роде. И говорил он агрессивно, пытаясь вызвать агрессию обратную. Те двое мужиков, которые пошли с ним навстречу для того, чтобы получить свою зарплату, которую они заработали, они, хула Аллаху, оказались достаточно спокойными людьми. И когда тот начал неожиданно вот так вот себя вести, они что-то заподозрили, что что-то не то происходит. И они сказали: подожди, что за демагогию ты ведешь здесь? Вот такого-то дня мы пришли, вот ты нам сказал так-то и так-то, ты нас нанял на эту работу, мы все строительные работы завершили, ты эту работу принял, ты должен был нам такую-то сумму денег, ты отдал там небольшую часть, остальную ты сказал отдашь через неделю. Они начали аккуратно все это объяснять, не полезли с ним в ссору, начали аккуратно все это объяснять. Вот во время этого разговора из-за соседнего стола встают несколько человек, подходят к этому их оппоненту и, называя его очень нехорошими, нецензурными словами, говорят: ах ты такой-сякой, ты, оказывается, людям просто-напросто за работу денег не заплатил и хочешь их за это посадить, хочешь их за это... Для того, чтобы не вернуть им деньги, которые они реально заработали, ты хотел их подставить за вымогательство.
Оказалось, что он обратился в полицию, оказалось, что он специально назначил там встречу, он сказал, что у него вымогают деньги, и там, оказывается, в засаде сидели оперативники, и все это записывали, слушали. И если бы этому человеку удалось вызвать агрессию этих двоих наших соотечественников, то, соответственно, результат этой встречи был бы совсем другой. Вот одна такая простейшая история. Другая история. Я вот буквально вчера общался в очередной раз с этим парнем, с которым познакомился несколько лет назад по телефону. Один его знакомый, тоже в одном из российских регионов, пришел к нему, сказал, что у него было кафе, ну, типа ресторан, и делер Малшахуд. У него был кафе или ресторан, который нуждался в ремонте, в капитальном ремонте. И он сказал, у меня денег нет для того, чтобы отремонтировать, но если бы ты, допустим, вложился в ремонт и отремонтировал, помог отремонтировать, то примерно 2 миллиона примерно нужно было для этого, то я тебе от этого момента и в дальнейшем каждый месяц платил бы по 50 тысяч рублей. Но они посмотрели, посчитали, договорились, и вот товарищ, о котором я веду речь, он тоже чеченец, он что сделал? Он действительно не просто отдал эти 2 миллиона, он сам организовал строительные работы, он договаривался, он все делал, ремонт в этом ресторане провели, а потом, когда они все сделали, хозяин ресторана начал ему регулярно отдавать по 50 тысяч рублей. Ну вот, отдавал, и получилось так, что другие люди, я сейчас не буду говорить, кто эти люди были, с моей стороны это будет не совсем корректно. В общем, другие люди, которые пытались как-то подставить вот нашего соотечественника, они договорились вот с этим хозяином ресторана, и в общем, в итоге получилось так, что он на него написал заявление. И в очередной раз, когда этот пришел забирать свои 50 тысяч, его просто-напросто взяли и посадили. То есть он сейчас реально сидит в тюрьме. Вот парень. Другая история. Он сейчас пытается выйти, где-то, по-моему, уже сколько? Года 4, по-моему, уже отсидел. Ему 8 лет дали, по-моему, сейчас он года 4 как минимум уже отсидел. Другая история. Один мужик, тоже чеченец, прочитал объявление, что там какой-то там товарищ с какой-то там фирмы хочет взять в аренду автомобили. Но он посмотрел, там, сейчас не помню, какой автомобиль, Ларгус, по-моему, Лада Ларгус вроде бы, или что-то другое типа фургона было, я сейчас не очень хорошо помню. Но он с ним связывается, говорит, есть у него автомобиль, договаривается об аренде, а потом в итоге они договариваются, что это будет не аренда, что он у него будет выкупать этот автомобиль потихоньку, и он ему этот автомобиль отдает. Несколько там месяцев, какое-то время человек, который взял этот автомобиль в аренду, он исправно платит за это, но каким-то образом получается так, что правдами, неправдами тот добивается, чтобы автомобиль был переписан на его фирму. Ну, не ожидая подвоха, наш соотечественник переписывает ему этот автомобиль, получает ежемесячно свои деньги, но в какой-то момент тот просто-напросто исчезает. Он исчезает, он обращался к нам на канал, он давал данные этого человека, мы его искали через МВД, искали того человека, нашли его, но когда его все-таки нашли, ситуация была такая, что он с ним начал вести
разговоры о том, что или верни мою машину, то есть уже несколько месяцев он не платил, он просто пропал и переехал в другой город с этим автомобилем в том числе. И когда наш соотечественник связался с ним и потребовал вернуть его машину, которая по документам даже не принадлежала ему, или потребовал вернуть всю сумму, тот ему просто-напросто пригрозил, что если он не оставит его в покое, если он не останет, тот подаст на него в суд за вымогательство. И мы посоветовали человеку просто-напросто уже нанимать адвоката, искать разные варианты для того, чтобы выйти оттуда. Во всех этих историях, во всех этих случаях есть одно и то же повторяющееся, скажем так, одна и та же повторяющаяся ошибка. Практически ни в одном из этих случаев нет составленного договора. То есть все говорится, делается на словах. Первые пошли на словах, просто договорились, работу сделали. Этот машину под честное слово отдал. Тот отремонтировал ресторан под честное слово, просто под мужское слово. Мужское слово – это очень большая ценность, настолько большая, что в наше время это очень большая редкость. Поэтому я еще много могу рассказать истории. Есть история, когда в свое время один человек дал денег взаймы другому человеку. Эта история была уже в Казахстане. И тот, главное, и бумагу ему даже какую-то дал. Но получилось так, что чеченец, который дал денег другому человеку в долг, человеку, который считался его другом, этот чеченец умер. Когда его семья попыталась вернуть свои деньги, тот их пригласил на встречу и написал заявление в полицию, их сразу ждали, их сразу взяли и посадили в следственный изолятор. Некоторое время шли, судебные тяжбы шли. Дочь этого человека к нам обращалась. Мы правдами, неправдами пытались тоже как-то что-то помочь. Мы-то, в принципе, ничего сделать не могли. Мы могли только привлекать юристов, адвокатов. В итоге, с большим трудом, через несколько месяцев, двоих братьев и их маму отпустили. Но держали их все это время по ложному навету. Я прошу прощения сейчас. Так, я прошу прощения, мне пришлось выйти. И таких историй очень много. Для того, чтобы этих историй избежать, нужно предпринимать меры. Меры должны быть юридического характера. Сейчас я позвоню нашему большому другу, адвокату Магомеду Саидову из Москвы. Мы с ним раньше говорили об этом, и мы его попросим в эфире рассказать. Алло, Мухаммад? Да. Мухаммад, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мухаммад, я эфир веду, название и эфир веду на русском сейчас, чтобы максимально больше людей смогли посмотреть, послушать. Тема такая, я тебе чуть раньше написал, что хочу провести такой эфир и что собираюсь тебе позвонить. Ты согласился проконсультировать, да и рейс Хойлун. Вопрос, я рассказал несколько историй о том, как люди или давали деньги в долг, или же давали там в долг машины, или же в долг там что-то ремонтировали, должны были получить деньги, или же делали работу, там строительную работу в долг. А потом, когда
пытались получить свои деньги, они ни разу договор никто из них не составлял, когда пытались получить свои деньги, кому-то просто очень сильно везло то, что им удавалось выйти как бы безболезненно из этой ситуации, а другие оказывались уже за решеткой с реальными сроками. И я знаю, что ты много раз с такими проблемами сталкивался, поэтому ты не мог бы, я сейчас на громкую связь поставил, мам, расскажи, пожалуйста, Да, конечно. если, допустим, человека обвинили в вымогательстве, если так или иначе стороне обвинения удастся доказать, что человек вымогал денег, какие статьи, сколько там, какой срок может быть, и чтобы человек, который или делает какую-то работу, или же там дает деньги в долг, или еще как-то, что нужно сделать, чтобы уберечься наверняка, чтобы не попасть в такую ситуацию, что незаслуженно можно попасть за решетку. Расскажи, пожалуйста, Малат. Все, ты в прямом эфире. Да, ясно. Слушайте, добрый вечер, дорогие друзья, зрители канала Даймах Онлайн. Я так понимаю, на YouTube канале, да, у нас? Да, мы на YouTube, на канале. Если можно, чуть громче говори, мам. Да. Смотрите, какая ситуация. Очень часто ко мне обращаются вот по этим вот вопросам в части денег должны, как забрать и так далее. Многие наши ребята, они немножко перебарщивают в этой части, особенно это выражено в Москве, ну и, в принципе, в других регионах, пытаются какими-то своими силами забрать честно заработанные на самом-то деле деньги. Но вся сложность заключается в том, что они никаким образом не фиксируют свои взаимоотношения, будь то с работодателем. Допустим, приезжает в Москву, грубо говоря, парень, устраивается на работу, на стройку, либо там, на другую работу, в охрану, либо еще куда-либо. Но трудовой договор не заключает и никоим образом не фиксирует вообще факт своего нахождения на этой работе и выполнения своих обязанностей. Просто я прошу и рекомендую лицам, которые пытаются устроиться на работу. Очень сложно на самом деле без регистрации, прописки, без жилья и так далее официально устроиться на работу, в том числе в Москве. Мы просто этот регион возьмем за основу. Поэтому приходится все-таки работать, но что поделать, зарабатывает каждый как может. Просто фиксируйте все данные, на видео снимайте, на диктофон записывайте, квитанции, не квитанции. В любом случае, в конце месяца получаете денежки какие-никакие, фиксируйте под роспись, когда вы получаете эти деньги. Записывайте фамилии, имена, отчества людей, работников. То есть максимально нужно подтвердить и запастись доказательствами, то, что вы действительно имеете отношение к той или иной работе. Почему у нас есть статья такая, она очень плохая статья, 163 Уголовного кодекса России, вымогательство. То есть это требование передачи чужого имущества. И вот наши ребята очень часто попадают, и не только наши, вообще с Кавказа, в принципе, и русскоязычные люди попадают. Работодатели, недобросовестные работодатели, обращаются в правоохранительные органы с заявлениями о том, что у них вымогают их имущество, неизвестные лица. Вот. И, как правило, санкция такая, на самом деле, серьезная по 163 статье по вымогательству. Порядка лишения свободы и до 10 лет, и до 12 лет, в зависимости от обстоятельств совершения преступления. То есть самая мягкая мера там у нас получается срок до 4 лет, это самая начальная статья. Вот. И заканчивается максимальным лишением свободы прям до 12 лет. Поэтому самоуправством заниматься не стоит. Максимально пытайтесь фиксировать факт своих трудовых отношений и взаимоотношений с работодателем. Если возникнут те или иные вопросы перед тем, как совершить те или иные действия, предпринять те или иные действия, поступки, подумайте, свяжитесь с своим юристом, адвокатом, со знакомыми, со старшим поколением. То есть не нужно рубить сгоряча и совершать необдуманные действия. Очень много людей из-за этого страдают. И страдают в большей степени потом ваши родственники, родные, близкие из-за ваших необдуманных действий. Вот, в целом
в таком ключе? Все, мама, Дерия Схойлом. Дерия Схойл. Так, это был адвокат из Москвы Магомед Саидов. У нас с нами работают по проекту Даймок онлайн, с нами работают несколько адвокатов. У нас есть своя группа адвокатов. Дерия Схойл, Мамад, он Шунмасан Дерия Схойл. Это люди, которые занимаются своей профессиональной адвокатской деятельностью, но они сами, даже некоторые из них сами вышли, вот Мамад, в частности, сам вышел на связь с нами и сказал, что если есть необходимость, где-то что-то происходит, чаще всего бывает, что самое главное, как ты себя поведешь в какой-либо нестандартной ситуации в первые минуты или в первые часы. Правильно, Мамад? Да, естественно. Вот у меня любимая поговорка, вернее, это высказывание одного из людей. Будьте внимательны к своим мыслям, а не начало поступков. Поэтому всегда нужно перед тем, как что-то сделать, подумать. И вот необдуманность, вгоряча совершенные действия, они, как правило, очень негативные на вашу жизнь, обстоятельства и негативно скажутся на семье. Поэтому решение нужно принимать взвешенно, с холодной головой, а лучше всего изначально пообщавшись с компетентными лицами, которые могут посоветовать, как лучше сделать. Я пойдете забирать свои деньги, потом... Да, я немного разбавлю ситуацию такую. Где-то года два или 2,5 назад была ситуация, к нам на канал Даймок онлайн позвонил один парень, чеченец, который работал охранником в каком-то торговом центре в Москве. И, в общем, хозяин этого торгового центра по какой-то причине непонятной отказался выплачивать ему зарплату, по-моему, за 2 или за 3 месяца, вот если не ошибаюсь. Отказался ему выплачивать зарплату. Но вот парень, охранник, говорит, я с ним типа собираюсь по-мужски поговорить, но слышал, что вы не раз говорили, чтобы не совершали сгоряча таких поступков, чтобы лучше посоветовались. Поэтому я и позвонил, прежде чем, прямо, говорит, прежде чем набить ему морду, я позвонил, потому что тот в очень дерзкой, ультимативной форме взял ему, сказал, что ничего ты не получишь, там, и все такое. И я его связал с Мамадом. Закончилось это тем, что после того, как Мамад переговорил с директором этого торгового центра, мне понравилось, как Мамад сказал, сейчас тут дословно не помню, но что-то тут Мамад ему, Магомед Саидов, наш адвокат, ему обрисовал ситуацию, что его ждет в ближайшем будущем, какие его ждут иски, какие его ждут проблемы. И, Мамад, как ты говорил, он изъявил очень сильное желание срочно погасить задолженность по зарплате. Да, это Саня. Но его мозг нашел связь с разумом, да, в этой части как бы, да. Но есть разного рода экземпляры, которые не понимают и приходится либо судиться, либо обращаться в правоохранительные органы. Просто некоторые не знают факт того, что невыплата заработной платы является уголовно наказуемым деянием. То есть, если вам работодатель не платит деньги, за это его можно привлечь к уголовной ответственности. Понимаете? И нужно это, и многие работодатели этого не знают. Понимаете? Там можно их, допустим, поймите, вот то, что они вам не платят, да, вот есть там, допустим, там, либо охранник, либо еще кто-либо, продавец, не знаю, и так далее. То, что он не получил зарплату, это по сравнению с тем, что какие могут быть последствия для работодателя, это вообще мелочь. Во-первых, он не оформил работника, правильно, Иса? Да. Он не оформляет работника, не выплачивает налоги. А это уже преступление и правонарушение против государства. А государство у нас не терпит нарушений по отношению к себе, как минимум. В этой части и нужно людям объяснять, именно недобросовестным работодателям. То есть вы хотели кинуть государство в этой части, то есть у вас там сразу налоговая проверка, пенсионный фонд и так далее. Там же отчисления должны быть и в налоговые, и страховые, медицинские взносы и так далее.
Вот. Далее невыплата заработной платы, уголовная ответственность, потом прокурорские проверки. А одна проверка, она порождает вторую, третью, четвертую, пятую, десятую. И в 9 из 10 случаев все-таки пелена с глаз недобросовестных работодателей, она уходит на уровень телефонного звонка даже. То есть даже не приходится куда-то там встречаться, либо предпринимать именно административные какие-нибудь моменты, там, писать заявления и так далее. То есть они, они сразу понимают, зачем нам залезать в вот эту историю, мы так вот сами по себе все это решим. Ну да. Резюмируя все вышесказанное, Мухаммад, надо, во-первых, или грамотно, правильно составлять договор, или если по какой-либо причине вы ранее договор не составили, и у вас как бы идет процесс работы, то на видео и так, и по-всякому надо стараться все это фиксировать. Правильно? И да, и вот это тоже да. И еще один момент, я очень рекомендую максимально общаться с работодателем непосредственно, даже в переписке, так, ты мне вот за этот месяц, за неделю там аванс предоставишь, не предоставишь и так далее. То есть именно с работодателем напрямую пытаться общаться в WhatsApp мессенджере, в смс-ками, записывать на диктофон с ним общение. Я вот сегодня буду там класть, допустим, кирпич, сколько у меня там объем работы будет стоить и так далее. То есть этими вот действиями максимально привяжете этого недобросовестного работодателя к себе и к тому, что вы являетесь его работником. То есть желательно, конечно, оформлять договор и так далее, да, документы, чтобы были все в порядке, но не всегда получается так. Не всегда. Ну, мы живем в такое время, когда работодатели не хотят там официально принимать, потому что это определенные сложности и так далее. Но в любом случае для именно взыскания заработной платы является основным моментом фактические трудовые отношения. То есть, грубо говоря, вы покупаете машину, вы оформили договор купли-продажи, но на учет не поставили. С юридической точки зрения машина переходит в вашу собственность, когда вы оформили сделку, ну, оформили машину на себя, ГИБДД, МРЭО, да, грубо говоря. Но фактическая собственность с момента подписания договора и уплаты денежных средств. И тут то же самое. Если вы выполняете работу, значит вы работник, а он работодатель. У вас возникают обязательства. То есть вы работаете, он оплачивает ваш труд. Все. Но сложность заключается в процессе доказывания вот этих вот взаимоотношений. Многие работодатели говорят, обращайтесь куда хотите, вы ничего не докажете. И даже эти разговоры надо записывать. Если вы ничего не докажете, это уже говорит о том, что он признает факт взаимосвязи с вами, но он говорит, вы ничего не докажете. Просто это для чего нужно делать? Для того, чтобы хотя бы в последующем себя обезопасить от такой статьи, как вымогательство. Есть такая статья самоуправство. Самоуправство, она тоже подразумевает совершение противоправных действий. Допустим, вы пошли забирать свои деньги к работодателю. Если вы забираете свое, но совершаете действие за пределами Гражданского кодекса, а уже переходите в Уголовный кодекс, то есть, дали пощечину, бывают такие случаи. Правильно? У нас да, конечно, бывает. Да. То есть, допустим, я работаю у кого-то, он мне задолжал зарплату, я прихожу к нему, говорю там, Дмитрий Дмитриевич, вы мне там зарплату задолжали, он начинает говорить, что я там завтра отдам, не отдам и так далее. Я наношу ему, допустим, пощечину. И в конце концов он дает мне деньги. То есть, нанося вот эти действия, причиняя ему там вред здоровью, там, нанеся пощечину и так далее, я уже нарушаю закон, уголовный закон. Но если бы я пошел бы к нему забирать его деньги, которые ко мне не имеют никакого отношения, это было бы вымогательство. В том числе либо разбой, либо грабеж, в зависимости от обстоятельств. Но если, и там санкции уже 10, 12 и так далее. А если я забираю свое, и у меня нету цели хищения чужого имущества, чужих денег, то я совершаю самоуправство. А там по самоуправству по первой части до 6 месяцев ареста. То есть либо 10 лет, либо 6 месяцев ареста. Совершенно разные вещи. Вот. И поэтому нужно всегда аккуратно относиться ко всему. Многие приходят, есть у меня такие клиенты, которые, ему должны, допустим, 30 тысяч, они забирают 500. Но вот забрал бы он 30, у него была бы самоуправство. А забирая 500, у него уже
либо грабеж, либо разбой уже. Вот в этой части. То есть он переходит за пределы того, что ему должны. Совсем другая статья Поэтому уже. совсем другая статья. То есть он сначала забирает свое, а потом видит, так, у тебя там еще лежит, а давай. Здесь он действует уже в целях хищения чужого имущества. Поэтому есть дозволенное, недозволенное. Стремитесь к дозволенному, как говорится. Да. А Всё. дозволено вам только то, что принадлежит вам по праву. Вот именно. Ну и о том, что как в непонятных ситуациях, когда не знаешь себя, как правильно вести, все-таки лучше обратиться к адвокату. Да, если это 100%, потому что люди, обычные гражданские люди, они сталкиваются с этими ситуациями впервые, они не знают, как действовать, потому что ранее они не были в этих ситуациях, в этой обстановке. А юристы, адвокаты, они уже люди со стажем. Кто-то в правоохранительных органах, кто-то в других органах, прокурорских, судейских и так далее. У меня, допустим, 12 лет следственного стажа. То есть для нас это обычная ситуация. Каждая ситуация, которая возникает у обычного обывателя, для нас это работа. Для нас это обычная ситуация, это работа. Поэтому можем хладнокровно объяснить, как лучше сделать. В любом случае это будет с наименьшими потерями для клиента. Да. Они сэкономят больше денег на адвокатах в будущем. Вот именно. Вот у меня просто один клиент есть, совершил каким-то образом преступление, 10 тысяч своих забрал, а гонорар, допустим, там уже другой. Потерпевшему нужно возмещать ущерб и так далее. И все это из-за 10 тысяч рублей его интересы, вся ответственность и вся сложность и все это положение возложилось на плечи родных. Вот, и поэтому нужно думать изначально о том, как бы из-за себя не навредить своим родным и близким. Да. Из-за Мам, извини, тут вопрос один просят задать. Давай я его тебе прочитаю. А если я требую свой долг, но при этом угрожаю расправиться, если долг не отдаст, и все это полиция снимает на скрытую камеру, что в этом случае мне грозит? Слушайте, в этом случае вам грозит самоуправство. То есть вы угрожаете, либо наносите 30-го уголовного кодекса. Не более. Просто главное не перейти слишком такую черту, красную. Самоуправство это какие сроки? До 6 месяцев? Ну, смотрите, там я даже вам могу прочитать, статья 330, чтобы было более самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленным законам и иным нормам права, порядка совершения каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией. Ну, санкция по первой части. По второй части тоже деяние, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения. То есть, смотрите, самоуправство, то есть, если вторая часть, по второй части тоже деяние, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения. Вот. Здесь лишение свободы на срок до 5 лет. Но, допустим, там уже по второй части до 12 лет. Понимаете, совершенно разные вещи. Поэтому угрожать никому не надо. Да. То есть, как бы у нас арест до 6 месяцев, резко плавно будет повторяться. Совершенно Так, что-то у нас совершенно другая ситуация. Да. Мама, что, связь немного начала глючить. Алло, мама. Алло. Мамат, Хезим, слышно? Мамат, ты меня слышишь? Да. Мамат, давай тогда уже, наверное, завершим эфир. В принципе, мы все объяснили. В следующий раз как-нибудь разберем другую ситуацию. Попрощайся, если хочешь. Да, хорошо. Связь прерывается. Да, это был Магомед Саидов, адвокат, проживает в Москве. Если что, можете с ним связаться через нас. Мамат Адиквел. Удачи всем. Давай, берегите себя и своих родных. Вот именно. Так. Все, уважаемые подписчики, я просто так затягивать больше эфир не буду. Мы его и так немного затянули. Если дать пощечину человеку, но если вы при этом пытаетесь забрать свой долг, дадите пощечину, это будет тоже самоуправство, можете получить
4-5 лет примерно. Не нужно этого делать. Все, я заканчиваю сегодняшний эфир. Дал это больше. Просто пощечину. Как с ним связаться? Напишите нам в комментариях под этим видео. Так. А вы, если есть что-то, необходимость связаться, звоните на наш номер 8 928 002 56 56. Мы вас с ними свяжем. Все очень просто. Адиквел. Спокойной ночи всем.